Всем доброго утра, отличного настроения. Начинаем новую рабочую неделю и начинаем ее со вторника, что тоже по себе интересно. Вообще майский период, так сказать, рабочий, очень такой позитивный, потому что здесь праздник, здесь вроде бы рабочие будни, но с праздничным настроением. Ну и вообще сам факт, что пришла весна, уже не может не радовать. Да, и, конечно, мы сегодня по традиции постараемся сделать ваше утро по-настоящему бодрым и подготовим вас к новому рабочему дню и короткой рабочей неделе. Но мы также предлагаем вам подписаться на наш канал в мессенджере Max, используя QR-код, который вы видите на экране. Там мы публикуем все самое интересное и даже иногда дарим подарки. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня плюс 10, минус 3, в Заречной группе плюс 10, тоже минус 3. В южных плюс 4, минус 1, в Вилюйской группе 9 градусов тепла и 1 градус мороза, в Нижнеленских плюс 9, минус 4, в западных от 0 до плюс 12, в Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 3, минус 16, а в Янских плюс 6, минус 14. На северо-западе сегодня от 7 градусов тепла до 14 градусов мороза. В Якутске в 6 часов утра температура составила 2 градуса тепла, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер 1 метр в секунду, юго-западный. Сегодня днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура днем в столице плюс 7, плюс 9 градусов. Ну что, в России уже по-настоящему весеннее настроение, снег уже тает, солнце, птички поют, а вот в Японии, представляете, весна выглядит совсем иначе. Там сейчас земля превратилась в небо, потому что стартовал сезон цветения голубой немофилы. Миллионы миниатюрных цветов ярко-синего оттенка покрывают холмы приморского парка Хитачи в префектуре Ибараки. Этот эффект называют «небо под ногами». И действительно, когда смотришь на распускающийся ковер, сложно понять, где заканчивается земля и начинается горизонт. Более 5 миллионов немофил расцвели одновременно. Зрелище невероятной красоты продлится до середины мая. Мне кажется, в Якутии тоже найти можно такие места, где особенно вот сиреневые подснежники же есть. Ну, наверное, да, тоже такой же эффект. Но все-таки они у нас немножко не таким ковром прям лежат. Ну да. Да. Ну, на самом деле, самое главное, что вообще сам факт голубого неба весной, он уже приносит радость, поэтому чаще смотрите на небо, немножко мечтайте и весеннего всем настроения. Ну, а прямо сейчас узнаем, какие последние новости. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Президент России подписал закон, освобождающий предприятия общественного питания на упрощенной патентной системах налогообложения от уплаты НДС до конца 2026-го. Льгота распространяется на организации и ИП, чей доход за 25-й не превысил 60 миллионов рублей, а доля профильной выручки от услуг общепита составила не менее 70. Важной особенностью закона стало временное снятие требования о соответствии зарплат сотрудников среднему уровню по региону. Данная мера призвана облегчить адаптацию малого бизнеса, включая небольшие пекарни, столовые и кондитерские. В связи с майскими праздниками часть российских пенсионеров получит выплаты за май досрочно в конце апреля. Это касается тех, кому пенсия обычно поступает через банк с 1 по 4 число месяца. Выплаты будут перечислены автоматически до 30 апреля. Подавать дополнительные заявления не нужно. Вместе с пенсией заранее придут и другие социальные пособия. Для тех, кто получает деньги через Почту России, график остается прежним. Доставка на дом и в отделениях начнется со 2-3 мая. С 5 числа перечисления через банки вернутся к обычному расписанию. Единое пособие российским семьям выплатят также досрочно 30 апреля, поскольку дата перечисления 3 мая приходится на праздничные и выходные дни. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, в России единое пособие получают семьи на почти 10 миллионов детей. Такой же порядок, по словам депутата, предусмотрен и для получателей иных социальных выплат, заработанных плат и пенсий. Если выплата приходится на период с 1 по 3 мая или с 9 по 11 на иные выходные дни, она будет осуществляться не позднее последнего рабочего дня перед выходным днем, добавила Бессараб.
15 мая в 9 утра стартует прием заявлений в организации отдыха и оздоровления детей по всей Якутии. К началу кампании представители соответствующих организаций и ведомств провели открытое родительское собрание. В ходе мероприятия специалисты разъяснили порядок действий, рассказали о ходе приема заявлений, о том, какие лагеря в этом году начнут свою работу. Из существенных изменений – введение квотирования мест в учреждениях для детей по инклюзивной программе. Всего же летним отдыхом и оздоровлением будут охвачены порядка 128 тысяч ребят. Это организованный отдых, это частные выезда, это у нас получается досуговая деятельность, это у нас малозатратные формы работы учреждений дополнительного образования. В этом году у нас заработает 498 лагерей. В прошлом году по сравнению с прошлым годом это у нас чуть-чуть уменьшилось, но зато все приведено в соответствие части антитеррористической защищенности, пожароопасности и, конечно же, при выдаче санэпидзаключений. В России стартовала 4-дневная рабочая неделя, впереди 3 дня выходных. Далее россиян снова ожидает еще одна короткая рабочая неделя. Согласно производственному календарю, первомайские праздники продлятся 3 дня с 1 по 3 мая. Это пятница, суббота и воскресенье. Еще один 3-дневный уикенд выпадает на 9, 10 и 11 мая, суббота, воскресенье и понедельник в честь Дня Победы. Накануне праздников рабочие дни 30 апреля и 8 мая будут сокращены на час. Эти майские выходные станут самыми короткими за последние 8 лет. Причина: в производственном календаре на этот год отсутствуют дополнительные переносы, которые обычно склеивают рабочие дни в более длинные каникулы. В России официально стартовала круизная навигация. В этом сезоне эксперты отмечают тренд на короткие круизы до 1 недели в одну сторону, что позволяет туристам гибко планировать бюджет и время, возвращаясь домой на поезде или самолете. В сегменте активного туризма в этом году произошел сдвиг. 61% бронирований приходится на зарубежные поездки, тогда как в массовом секторе по-прежнему лидирует Россия. Топ-3 популярных направлений для активного отдыха возглавили Узбекистан, Турция и Китай. Также зафиксированный кратный рост спроса на туры в Японию и Южную Корею, чему поспособствовало упрощение визового режима и введение безвиза в ряд стран Азии. Ну а продолжим наш эфир тоже достаточно интересной новостью. В московской квартире живет не обычный кот, а настоящая черная пантера по кличке Луна. Эту грациозную кошку спасла сибирячка Виктория. В зоопарке от новорожденного детеныша отказалась мать, и девушка решила забрать малышку домой, выходила ее и вырастила. Сейчас Луна – настоящая звезда соцсетей. Видео, где она играет с ротвейлером или нежится на руках у хозяйки, собирают миллионы просмотров во всем мире. Но самое удивительное – люди долго не могли поверить, что эта история реальна. Многие думали, это графика или нейросеть. И только когда в роликах зазвучала наша русская речь, сомнения отпали. Луна действительно ведет себя как огромная, очень ласковая домашняя кошка. Но Виктория предупреждает, повторять ее опыт без специальной подготовки опасно. Впрочем, уникальная история сибирской пантеры уже облетела планету и стала символом удивительной, почти невероятной России. Как ты относишься к такому домашнему питомцу? Ну, знаешь, я все-таки считаю, что да, первое – это, конечно, специальная подготовка. Второе, может быть, чуть лучше, чем представителям других видов, да, кошка все-таки поспокойнее. Но, опять же, представляешь, такой прыжок в тебя. То есть она даже просто поиграв может, причинить вред здоровью, потому что, не рассчитав, что она уже большая, что это вес, поэтому, и мне кажется, любая квартира для нее это очень мало места. Ну, действительно, да, человек, хозяин должен быть особенно подготовлен. Я представляю, если гости приходят во двор и спрашивают, ваша пантера не кусается? Ну, это первое. Второе, все-таки, я настаиваю, что животное должно проживать в условиях близких к своим естественным местам обитания, поэтому, наверное, все равно станет когда-то вопрос, когда она взрослеет, что ее нужно все равно приводить в зоопарк. Да, я думаю, табличка, пока на заборе нужна осторожно, добрая пантера, да? А на календаре 28 апреля и подошло самое время, чтобы узнать, какие знаменательные события произошли в этот день. На календаре 28 апреля. Сегодня Всемирный день охраны труда. День работника скорой медицинской помощи. По народному календарю Пудов день. На Руси в этот день пчеловоды осматривали пасеки и амшаники, проверяли, здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Этот день в истории.
1563. В Москве начала работать первая типография. 1914. В США запатентован воздушный кондиционер. 1925. В этот день вышел декрет Совнаркома РСФСР о прописке граждан в городских поселениях. 2001. Состоялся полет в космос первого космического туриста. В этот день родились Александр Остужев, русский советский актер, народный артист Советского Союза. Владимир Капель, российский военачальник, один из руководителей Белого движения в Сибири. Донатас Банионис, советский литовский актер театра и кино, режиссер, народный артист Советского Союза. Юрий Волынцев, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Саддам Хусейн, иракский государственный политический деятель, президент Ирака. Ирина Асмус, советская актриса, клоунесса. Именины сегодня отмечают Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Трофим, Федор и Яков. Сегодня Всемирный день охраны труда. Обычно в этот день говорят про каски, инструктажи и технику безопасности на заводах. Но мы решили пойти глубже. Ведь здоровье на работе – это не только отсутствие травм, но и то, как мы чувствуем себя каждый день. На морозе, у станка, за компьютером или за рулем. Что делать, чтобы не развиться, но при этом не сгореть? Как вовремя заметить сигналы организма, которые ведут к травме? Об этом и не только поговорим с нашим гостем в студии Татьяна Кирсанова, врач-терапевт Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Доброе утро. Доброе утро. Какие есть действенные практики укрепления здоровья на рабочем месте? Потому что сейчас очень много рабочих мест, особенно офисных. Казалось бы, все просто и никакого вреда для здоровья. На самом деле, наверное, есть все равно последствия. На самом деле это очень большой спектр, объемный спектр мероприятий, но к основным, независимо от вида деятельности, относится, конечно же, физическая активность. Производственная гимнастика сейчас стала очень актуальна на многих предприятиях. Это здоровое питание, питьевой режим, соблюдение, регулярные профилактические медицинские осмотры, как на профпригодность, так и различные скрининговые. Тоже очень популярные в последнее время. Управление стрессом, психологическое благополучие в коллективе тоже немаловажную роль играет. Информирование по вопросам здоровья, поощрение здорового образа жизни на предприятиях, такие как соревнования бывают, очень много, различные конкурсы между коллективами, так и внутри коллективов. Призы, наверное, стимулируют, раз и медаль получил. Представляешь, за первое место. Да. Здорово. А во время рабочего дня как часто надо делать перерывы? И нужно ли обязательно двигаться или можно просто посидеть в тишине? По Трудовому кодексу Российской Федерации у нас есть основной один большой перерыв от 30 до 2 часов. А так, конечно же, я рекомендовала бы каждые 2-3 часа делать маленькие перерывы хотя бы по 10-15 минут. В зависимости от специфики, конечно же, если работа сидячая, то встаем. Если работа стоячая, то садимся. Как-то так. Отличаются ли практики, которые необходимо применять для офиса, для завода, для водителей, особенно строителей, вахтовикам? Что бы вы посоветовали, как им построить свой день? Конечно, отличия есть, но главная цель – это, конечно же, компенсировать специфические нагрузки, полученные в ходе работы той или иной деятельности. Поэтому, опять-таки повторюсь, для офиса это у нас выгорание, профилактика стресса. Это нагрузка на позвоночник ввиду того, что длительное рабочее время человек проводит в основном в сидячем положении. А для вахтовиков на производстве там тоже вынужденное положение. Для вахтовиков это еще и добавляются такие суровые условия климатические, тоже в виде отдельного стресса. Конечно же, надо отвлекаться. Во-первых, эта работа, было бы очень здорово, если бы были бы какие-нибудь психологи на предприятиях, а так хотя бы начать с того, что человек занимается спортом, хотя бы уделяет какое-то пару минуток, физкульт-минутка такая, на отвлечение и так далее, то заниматься хотя бы, даже если ограниченное место, то есть человек, например, в кабине сидит, то небольшое растяжение, небольшие упражнения, он все равно должен делать.
По-моему, это было бы здорово, если бы они хотя бы задумывались. Мгм. Часто. Ну, нельзя не поговорить сегодня о таком термине, как производственная травма. Вот если человек упал, ударился или порезался, не дай бог, на работе, что он должен сделать в первую очередь, куда идти и кому говорить? Ну, в первую очередь, он должен как бы оповестить руководство. Ну и дальше, в зависимости от травм, от наличия цехового врача, цехового медицинского работника, да, уже действовать по алгоритму, да, то есть обращается уже туда или же близко. Ну и в зависимости от травмы, опять-таки, скорая, поликлиника и так далее, да. Ну и по охране труда там очень большие, как бы дальше уже действия происходят, да, оформление производственной травмы и работа дальше в этом направлении. Как себя подготовить? Все равно мы, занимая особенно сложные специальности, люди, например, предполагают, какие травмы могут получить. Вот как свой организм подготовить к тому, чтобы последствия были минимальными? Ну, это очень правильный вопрос, да, на самом деле все проще, чем кажется на первый взгляд, да, и это соблюдение, ну, это основа, это опять-таки соблюдение правильного рационального питания, это соблюдение режимов, режим питания, питьевой режим, режим сна и отдыха, что немаловажно, это хорошая физическая активность. Причем активность должна как бы состоит у нас из кардионагрузок, силовых нагрузок и нейромоторных, которые вот обязательно должны быть в течение недели у человека. Также отсутствие вредных привычек тоже большую роль играет в формировании факторов риска. Ну, вот если брать наш регион, то какие производственные травмы вот распространены у нас в Якутии? Так, ну здесь как бы я все-таки больше врач, да, нежели чем специалист по охране труда. Ну, в основном это ушибы, да, такие травмы, ушибы. Ну, Переломы, такой, наверное, наверное. Да, вот ушибы, переломы. Все равно скользко, холодно. Ну вот, кстати, если человек, я вот тоже, человек идет на работу, например, и тоже подскользнулся, это производственная Это уже производственная производственная травма, да. Что с работы, что Тут работа же даже... оповещаем, Да. предупреждаем, и все идет дальше уже Даже по в обеденный алгоритму. перерыв это тоже Мгм. производственная травма. травма. Мгм. Поэтому пришел на работу, подскользнулся, либо уходя с работы, это все считается уже производственной травмой. Ну и, конечно, мы не можем не спросить, и какие вот легкие упражнения, особенно для тех, кто вот в основном, конечно, сидячий образ жизни в связи с профессиональной деятельностью занимает. Вот что можно посоветовать? Ну, основная нагрузка, конечно, на позвоночник идет, да, во всех почти видах деятельности. Поэтому начинаем, как бы, самые основные мышцы разрабатываем, да. Это у нас могут быть даже сидя, в положении сидя, наклоны головы направо, налево, вперед, назад. Круговые движения плечами. Мы тоже опять расслабляем наши мышцы, да, то есть как-то так. Дальше мы можем прорабатываем мышцы спины, то есть мы можем сутулиться и распрямиться, да, можем, конечно же, при удобстве колени подогнуть, у кого как здесь. позволяет, да, Насколько гибкий, да, насколько гибкий человек, да. Также не забываем про руки, то есть это у нас могут быть, ну, такие вот замочек делаем, да, и круговые движения. Опять-таки, если долго человек там сидит, работает, да, это у нас сжимание, разжимание кулачков. Ну, для продвинутых это может быть отжимание хотя бы со стола, да. Это вот Руслан продемонстрирует. Да, можно и так сделать. Дальше как бы ноги, да. Даже сидя, в принципе, человек может, ну, несколько раз встать, сесть, встать, сесть, да, или сидя поднять носки. То есть мы прорабатываем камбаловидные мышцы, расслабляем. Ноги у нас же это такой большой насос, да? Да. грубо говоря. Опять-таки не забываем про зрение, да, снять нагрузку. Самый быстрый способ — это зафиксироваться вблизи и дальнюю точку найти и смотреть попеременно. Тоже у нас нагрузка с глаз уже как бы снижается, да. Ну и стараемся побольше ходить. Опять-таки, если есть возможность пройтись по лестницей пользуемся. Спасибо большое, очень интересный рассказ. Я думаю, что все для себя вынесли что-то полезное, но самое главное, более серьезно отнеслись к технике безопасности. Спасибо. Спасибо. Но думаю, что многие наши телезрители воспользуются советами, сегодня сделают подобное упражнение на рабочем месте. Ну а прямо сейчас у нас есть кое-что особенное. Утренняя гимнастика со шваброй. Этот инвентарь, как выяснится, отлично подходит не только для уборки, но и для заботы о себе. Берем швабру в руки и разминаемся вместе. Всем доброе утро, наша прекрасная Якутия. Утро мы начинаем со спорта.
для нашего здоровья. Так, я думаю, у всех есть швабра. Первая наша тренировка это будет упражнение для пресса. Да? Мы будем корпусом делаем повороты и также колени поочередно мы поднимаем. Итак, все вместе. 3, 2, 1, поехали. Про дыхание обязательно мы не забываем. Дышим. Выдох. 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 И еще 5 повторений. 1, 2, 3, 4 и 5. Молодцы. Далее, наше второе упражнение, это упражнение называется «Доброе утро». Да? Ноги мы держим на ширине плеч, грудь вперед, таз отводим назад, делаем наклон. Мы растягиваем заднюю часть бедра и ягодичные мышцы. Поехали. Выпрямляемся и напрягаем ягодичные мышцы. Руки прямые. У нас тут работает и плечи, и спина. Полностью растягивается. Молодцы. Все вместе работаем. Никто не отстает. Упражнения максимально легкие. Еще 3 раза. 1, 2 и последнее 3. Молодцы. Так, наше третье упражнение, это у нас будет приседание. Вот мы будем использовать также швабру. Швабра у нас будет помогать. Да? Ноги поставили на ширине плеч, носки у нас на 45 градусов смотрят. Грудь вперед, спину держим прямо. Приседаем и за счет рук мы встаем. То есть, я думаю, есть у нас люди, у кого болят суставы, у кого большой вес, и приседать максимально сложно. Для тех людей вот со шваброй самое то. Очень легко дается. Давайте еще 5 раз. 1. Дышим. Выдыхаем. Еще 2. И последнее. Выдох. Молодцы. Расслабляем ноги. Трясем, трясем, трясем. И наше последнее заключительное упражнение – это у нас выпады. Мы будем прокачивать также ноги. Делаем шаг назад. Давайте начнем с левой ноги. Шаг назад. И потом выпрямляемся. И потом мы уже делаем второй ногой правой. То есть зашагиваем назад, да? И 3, 2, 1, поехали. Все вместе. Выдох. Выдох. Упираемся на пятки. Колени у нас не уходят вперед. Полностью чувствуем, как у нас мышцы растягиваются. Молодцы. Дышим. Чуть-чуть осталось. Последнее. Давайте 3 повторения. 1, 2 и последнее 3. Молодцы. Так, все вместе сделали вдох. Швабру поднимаем, на носочки поднимаемся. И выдох. Еще раз. Вдох и выдох. И последний раз. Вдох и выдох. Всем удачного дня. До скорой встречи. Ну, как видите, зарядка со шваброй – это, оказывается, отличный способ взбодрить тело. Ну, а если уж наводить порядок с утра, то и на лице тоже. Как за пару минут подчеркнуть свою природную красоту и сделать аккуратный повседневный макияж, знает визажист Кристина Черниговская. В следующем сюжете она расскажет свои секреты быстрого макияжа. Всем привет, меня зовут Черниговская Кристина, я визажист, и сегодня расскажу, как сделать легкий повседневный макияж. Проснувшись утром, я уже сделала уход за лицом, нанесла тоник, сыворотку. Сейчас я нанесу крем для лица и снимаю патчи, которые я клею под глаза. Они убирают отечность, увлажняют зону вокруг глаз. В первую очередь я наношу гель-фиксатор для бровей. Наношу его в самом начале, потому что он не склеит волоски, не оставит грязных пятен, если я это буду делать в конце, когда макияж уже окончен. Далее наношу тон. Он у меня в стике, он достаточно плотный. И вообще, если вы берете какие-то продукты, которые находятся в стике или в полутвердом состоянии, нужно понимать, что они будут достаточно плотные, и у них высокая степень перекрытия. На верхнюю часть лица я всегда наношу минимальное количество продукта, потому что нам в данной зоне не нужно переутяжелять наш макияж. Далее беру палетку для лица. Она состоит полностью из кремовых продуктов. В первую очередь я соединяю несколько цветов. Самых светлых они служат в качестве консилера. Также они имеют достаточно плотную текстуру. Их я наношу ровно под глазки.
Ну и для того, чтобы мы подчеркнули наши скулы, добавили рельефа нашему лицу, нам нужно нанести данные продукты на периферию нашего лица. Находим скуловую кость и наносим прямо на нее прямым движением, примерно от уголка нашей брови, вот примерно от этой точки, и до виска. Чтобы смягчить границы, мы можем взять спонж и прихлапывающими движениями пройтись прямо по нашему бронзеру, чтобы у нас не было никаких резких переходов. Далее наносим румяна. Румяна – это вообще самый мой любимый продукт в макияже. Он добавляет лицу свежести и делает наш вид более отдохнувшим, свежим. Вообще нужно в макияже придерживаться таких правил, которые придумала сама природа. Например, румянец у нас выступает, когда нам чуть-чуть жарко, когда мы посидели на солнышке. И можно достаточно посмотреть места своего лица, которые краснеют, и наносить румяшки вон туда, чтобы создать натуральный эффект. Также наношу на веки обязательно, чтобы создать монохромный эффект, на зону над бровью, и можно нанести на кончик носа. Вот такой уже у нас хороший, достаточно свежий эффект получается. И последний продукт из данной палетки – это хайлайтер кремовый. Он добавляет немножко сияния. Мы закончили нанесение кремовых продуктов на лицо, и нужно их обязательно зафиксировать сухими. Для этого я беру палетку со всеми сухими продуктами. Здесь есть пудра, хайлайтер, бронзер, и также несколько оттенков румян. В первую очередь я беру пудру и тоненьким слоем прохожу по всему лицу. Мы зафиксировали все продукты пудрой, и теперь мы переходим к бронзеру. Наносим его на те же места, куда наносили кремовый продукт. Просто фиксируем. Если мы нанесем таким способом все продукты, то наш макияж продержится до конца дня и будет таким же свежим и стойким. Наносим румяна на нашу кисть. При нанесении сухих продуктов кисть желательно оттряхивать, чтобы не нанести лишнего и не поставить пятен. Повседневный макияж, он на той повседневный, что он должен занимать не очень много времени, потому что все женщины куда-то спешат на работу, ухаживать за детками и так далее. Поэтому самое главное тратить на это минимум времени и делать просто все качественно и красиво. Когда красим реснички, обязательно заходим щеточкой прям к корню наших ресниц и прокрашиваем полностью всю длину. Можно вот ставим в корень и даже немножко моргаем, и в этот момент причесываем. Тогда мы добьемся пышного и красивого эффекта. В последнюю очередь я наношу блеск для губ. Здесь уже каждый выбирает сам для себя. Вы можете сделать акцент на губы, очень будет красиво смотреться, если вы даже на какой-то вечерний выход сделаете вот такой вот очень легкий простой макияж и сделаете акцент на накрашенные губы. Я нанесу просто блеск. Наш макияж окончен. Я надеюсь, вам было интересно и все понятно. Очень интересно. На самом деле, это правда полезно с утра, как быстро собраться. Ну, с внешним образом разобрались быстро и красиво, и качественно. Но есть дома вещи, которые хранят гораздо больше тепла, чем, не знаю, косметичка, чем любые какие-то наши повседневные заботы. Когда их накапливается целая гора, например, детских рисунков, выбросить рука не поднимается. Ну а что, если подарить им новую жизнь? В рубрике «Дела семейные» мы покажем, как из множества рисунков вашего ребенка сделать трогательный коллаж. Практически у всех родителей есть залежи макулатуры детского творчества, которые
собираются в разные коробки, пакеты и так далее. И сегодня мы поговорим о том, что же можно с этим сделать. Итак, во-первых, детские рисунки. Когда мы сохраняем детские рисунки, то для ребенка это как повышение его значимости. То, что его труд, его старания, они ценны для родителей. Большинство старших детей, кстати, думают о том, что их рисунки, они уже давным-давно уничтожены. Также для ребенка это будет именно как показатель того, как он взрослел, то есть повышение такой самоценности. То есть посмотри, в 2 года как ты рисовал, и сейчас вот тебе 8-9 лет, и посмотри, как сейчас ты красиво рисуешь, и этим творчеством действительно можно гордиться. И также на рисунках можно будет смотреть в семье, кто появлялся там, кто дорог ребенку. И сейчас мы с Миланой создадим коллаж. И для этого нам понадобится холст. Я взяла вот такого размера, для того, чтобы поместились все рисунки. Из множества рисунков нам нужно будет выбрать те, которые мы хотим расположить. Также рисунки можно вырезать, то есть можно вырезать именно какие-то отдельные элементы, которые хочется сохранить. Можно предложить ребенку выбрать рисунки, и это будет, наверное, более интересно для него. Это хочешь сохранить? Вырезай. Здесь не обязательно выбирать идеальные рисунки, то есть, в принципе, рисунок может быть любым, потому что детское творчество — это вообще не про идеальность, это про самовыражение. Также очень часто бывают рисунки и аппликации, которые дети делали в садике. И, в принципе, если их вырезать, то можно будет получить вот такой интересный объем на картинках. Когда вы вырезали и подготовили все рисунки, можно будет их расположить на холсте, чтобы посмотреть примерно, как они будут находиться. Потом взять клей и все приклеить на холст. Так, давай, Милана. Угу. Вот такой коллаж у нас получился. Здесь, в принципе, можно будет либо датировать рисунки, либо сделать рамку, украсить разными бусинками. То есть полет фантазии, он абсолютно не ограничен. Самое главное – это приятное времяпрепровождение и сохранение истории семьи. Милаш, тебе понравилось? Угу. Превратить детские рисунки в коллаж значит сложить теплую семейную мозаику из ярких моментов. Кстати, слово «мозаика» мы произносим довольно часто, но все ли о нем знаем? Прямо сейчас в рубрике «Говорим правильно» Анна Шкатуляк расскажет нам об этом слове. Доброе утро, дорогие телезрители! Всем хорошо известен ученый-энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов. И, возможно, многие знают, что Михаил Васильевич возродил искусство мозаики в середине XVIII века. И хотя искусство мозаики известно уже более 200 лет, со словом «мозаика» все далеко не так хорошо известно. Дело в том, что это слово мы произносим со звуком «и», «йод», который обозначается буквой «и» краткой на письме. Однако слово «мозаика» мы пишем с буквой «и». Странное дело, возможно, удивитесь вы. Однако ничего странного на самом деле нет. Дело в том, что это слово подстраивается под законы русской фонетики. Дело в том, что в русском языке не принято сочетание двух гласных звуков. Это сочетание не характерно для русского языка. И поскольку оно не характерно, русская фонетическая система подставляет такой костыль между двумя гласными в виде звука «йод». Поэтому в этом слове мы пишем букву «и» – «мозаика», а произносим «мозаика» со звуком «йод». Нужно отметить, что в прилагательном «мозаичный», образованном от слова «мозаика», ударение падает именно на гласный «и». Давайте говорить правильно. Всего доброго!
Мы продолжаем наш эфир. Сегодня мы расскажем о Петре Николаевиче Таборукове, классике якутской детской литературы, народном поэте Якутии, а также солдате и учителе. Его творчество и жизненный путь вдохновили не одно поколение детей и взрослых, а его любовь к родине и людям стала настоящим примером мужества и преданности. Здравствуйте! Сегодняшняя рубрика «История в кадрах» расскажет об участнике Великой Отечественной войны, классике якутской детской литературы, о народном поэте Якутии Петре Николаевиче Таборукове. Петр Николаевич родился 29 октября 1917 года в Арасунском наследии Верхневилюйского улуса в крестьянской семье. В истории якутской литературы его творчество занимает особое место. Оно многогранно и отличается широким жанровым диапазоном. Это сотни популярных песен и стихов, поэмы, сказки, баллады, сатира, лирическая проза и оригинальные пьесы, а также философские эссе. Окончив 7 классов, Петр Таборуков поступает в Вилюйское педагогическое училище имени Чернышевского. Во время студенчества впервые пробует себя в жанре поэзии. В 1937 году успешно оканчивает педагогический техникум, получает диплом учителя и с тех пор посвящает свою жизнь профессии учителя. За много лет своей профессиональной деятельности он работает учителем, заведующим учебной части, директором. Яркие страницы жизни и творческой деятельности Петра Таборукова неразрывно связаны с его родиной и историей родного края. В годы Великой Отечественной войны Петр Николаевич, как и многие якутяне, ушел добровольцем на войну и сражался на Сталинградском фронте. Был пулеметчиком-наводчиком. Будучи комсомольцем и образованным человеком в своей роте, становится политагитатором в те редкие минуты тишины, вдохновляя однополчан на боевые подвиги. После ранения долго лечился в Саратовском военном госпитале, был демобилизован в 1943 году. После окончания войны фронтовик-поэт Петр Николаевич продолжает свою педагогическую деятельность. Будучи талантливым педагогом, обладающим широким кругозором, он начинает преподавать якутский язык, биологию, географию и физику. Также Петр Таборуков известен как поэт-песенник. В его поэзии обращаются все мелодисты и композиторы Якутии. Свыше 200 мелодий создано на стихотворение поэта. Он также много писал для детей. Его произведения отличаются самобытностью, простотой стиля, юмором, выразительностью и жизнерадостностью. Большинство детских произведений стали хрестоматийными, а их автор считается классиком якутской детской литературы. В 2012 году в селе Намцы Верхневилюйского улуса создан музей-библиотека имени Петра Николаевича Таборукова. Музей располагает широкой экспозицией, личные вещи, архив поэта, его литературное наследие и обширной библиотекой. Солдат, поэт, учитель Петр Николаевич Таборуков, его имя и творческое наследие навсегда остались в памяти народной. Это была рубрика «История в кадрах», истории выдающихся личностей нашей республики. В эпоху цифровых экранов и искусственного интеллекта особенно ценны островки живой культуры. Один из них – библиотека имени Белинского в Якутске, основанная больше полувека назад. Если вы тоже преданный читатель или хотите чуть больше узнать о истории любимой библиотеки, то сегодня мы расскажем вам о книге, посвященной ее судьбе, ее сотрудникам и, конечно, читателям. Это как машина времени. Перелистывая страницы, мы возвращаемся в прошлое библиотеки. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Доброе утро! Меня зовут Влада, и сегодня я хочу рассказать вам о книге, которая называется «Путь длиною в 130 лет». Наши читатели наверняка уже видели эту книгу в наших библиотеках города Якутска, и они знают, что библиотека имени Белинского является старейшей библиотекой в Якутске. Это издание как раз посвящено ее 130-летнему юбилею. Но оно вышло 10 лет назад, и в этом году нашей любимой библиотеке исполняется уже 140 лет. У нас маленький юбилей. Поэтому в этом году мы запланировали ряд мероприятий для наших постоянных любимых читателей и для всех гостей библиотеки.
Вот это издание интересно еще и тем, что здесь есть не только интересные факты из истории библиотеки, но здесь также есть и отзывы наших сотрудников, воспоминания наших постоянных читателей, и многие горожане смогут найти здесь себя. Помимо этого, здесь имеются еще и очень интересные архивные документы, которые невозможно найти в свободном доступе. Лично для меня эта книга вызывает очень большой интерес, не только потому, что я библиотекарь, но и потому, что я преданный читатель этой библиотеки, и мне интересно, как же она начиналась, с чего она начиналась, и как она прошла весь свой путь, и как же она будет отмечать 140-летний юбилей. Мероприятия библиотеки у нас в том числе будут в этом году и на нашем книжном фестивале «Книжный ветер». В конце июня наш «Книжный ветер» будет проходить в Якутске уже второй раз, и в этом году мы проводим его на Комсомольской площади возле парка отдыха и культуры. Приходите, у нас будет очень много интересных мероприятий, будут приезжие писатели, будет очень много интересных встреч. И, конечно, мы ожидаем большое количество гостей. Поэтому ждем вас, приходите на наш фестиваль и приходите в наши библиотеки. Ну а в минувшие выходные 26-27 апреля в Якутске в торговых рядах Кружала прошел Республиканский фестиваль туризма «Якутия. Место встречи». Десятки площадок презентации туристических продуктов, деловая программа и старт летнего сезона. Событие объединило профессионалов отрасли и всех, кто любит путешествия по родному краю. О главных итогах фестиваля и о том, какие направления в туризме сегодня набирают популярность, нам расскажет Мария Карпова, заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Мария Эдуардовна, расскажите об итогах фестиваля. Фестиваль прошел очень успешно. Давно у нас не было таких фестивалей по туризму. И наша задача была именно объединить участников туротрасли для того, чтобы они начали взаимодействовать. Потому что гостеприимство – это как раз-таки про взаимодействие, про открытые двери, заходите к нам. И нам удалось собрать 14 муниципалитетов, 8 туроператоров из 27. Просто Кружала маленький, как вы знаете, мы бы все хотели уместить, но, к сожалению, был отбор. Также у нас были турагенты, у нас были музеи. И посетило за первый день 3400 человек. Мы специальные датчики такие поставили, как профессионалы, и считали людей. А за второй день примерно 1600 человек. Вот. И по итогам, самый главный итог, что у нас сообщество сдружилось, что у них появятся новые коллаборации для того, чтобы у нас и рождался новый турпродукт. Ну, это звучит очень здорово, но и кадры тоже это подтверждают, что очень активно все прошло. Но какие уже сейчас есть новые турмаршруты или предложения, которые вот вам лично запомнились и стали открытием вот этого фестиваля? Ну все, садитесь, на 2 часа мы вас сейчас займем. На самом деле у нас самые любимые турмаршруты, это все, кто их презентовал, наши все улусы поставили не только свои стенды, но и на сцене каждые, там, грубо говоря, 2 часа презентовали свои маршруты. И очень мне запомнились, конечно же, Аймиконский улус со своими маршрутами, там, где можно поехать в Балаган, попить чай с лошадьми, которые просто тебе в дверь копытом стучат и говорят: «Эй, чаю дай и лучше сахара». Вот. Также нам запомнился Статинский улус. Это у них сейчас бренд «Путь к совершенству». Потому что, как вы знаете, что Статы у нас началась как колыбель литературы, там грамотность начала все оттуда идти. Чурапчинский улус. Это как раз-таки музей Коркина. Это их новый инвестиционный проект на острове. Там, где у них и стерхи танцуют, и весь набор турпродуктовый, и как туризм выходного дня. Также это и Намский улус, также это и Мирнинский улус со своими лыжными базами, с Чернышевским, они были со своей продукцией рыбной, консервированной. Также это и Кысыл-сыр, фестиваль Сырфест, который у нас в августе проходит. Обязательно приезжайте на него, там будет продукция гастрономическая. Это про то, как газовики приносят хедлайнера какой-то, в том году это была Бьянка. Вот. И наши продукты, фермеры, все объединяются там, и главная награда – это сыр большой. Вот. И Вилюйская набережная. Если вы там до сих пор еще не были, то обязательно съездите. У вас такое чувство будет, что вы не просто на реке, богатой реке Вилюй, а что вы как будто где-то на океане находитесь. Вот.
вы меня останавливаете, потому что я сейчас буду про всех говорить. То есть, ну, конечно, у каждого проекта есть своя изюминка, Да. и каждый проект заслуживает внимания. Конечно. Ну вот, Вашего приезжайте, поэтому наши улусы. А вот что касается, допустим, доступности цен, да, ну вот многие люди, например, в том числе выбирают по доступности. Есть ли сейчас в республике такие вот варианты отдыха внутри нашего региона? Друзья, ну давайте честно. Я в том году сама прошла до Покровска за 3 дня, получается, пешком, и у меня это ушло тушенка, рис и рюкзак за спиной с палаткой. Вот, у нас очень вариативный турпродукт. Вы можете как пойти... Знаете, кого я на тропе встречала? Я думала, что молодежь буду встречать. Я встречала бабушек со скандинавскими палками, которые везде ходили, смотрели. Также это у нас сейчас развивается домашний турист с машинными маршрутами, и мы сейчас будем развивать придорожный сервис. Вот. Также это, опять-таки, маршруты выходного дня в музей, как, например, музей дружбы в Сотенцах. Если вы не были, то обязательно съездите. И наверху очень красивые тоже закаты и рассветы можно встречать. Поэтому на любой кошелек наши турпродукты можно найти. Ну, главное, чтобы было желание у человека. Да, двигаться. Как сказали только что главное движение. Ну, а что сейчас набирает большей популярность у тех, кто посещал фестиваль? Может быть, были какие-то опросы, отзывы? Вот куда хотят наши люди поехать? У нас очень много людей стояло у всех наших муниципалитетов, как и туроператоров, и большинство, как мы знаем, ну, вчера выиграли, по крайней мере, конкурс, это Хангаласский улус. Со своими маршрутами. У них сейчас как раз-таки и стратегия развития туризма, можно сказать, пишется их района. Вот, они создали координационный совет по туризму и как раз-таки начинают систематизировать свое вот это направление, потому что понимают, что это креативная экономика, что это как раз-таки то, что приводит их улусу очень много денег для того, чтобы развиваться. Вот. Также Намский улус обязательно тоже съездите, там они новый музей сейчас хотят строить. Также и у нас очень хорошие маршруты были на озеро Абалах. Надеюсь, я думаю, что вы все знаете. Это наши лечебные грязи, там индустрии нашей человека гостиницу открыл. Так что приезжайте, спа, можно там все это получить. Отлично. На ваш взгляд, вот стали ли люди больше путешествовать по республике? По большим данным, да, стали больше путешествовать, домашний туризм у нас развивается, и очень хорошим импульсом это послужил ковид, когда у нас нельзя было никуда летать, и люди начали выезжать за пределы. И многие предприниматели, как, например, в Хангаласском улусе, там, где у нас зоопарк, они тоже начали как бы развиваться в этом направлении и даже писать на своих домиках, что это Париж, здравствуйте, это у вас не там еще что-то, вот приезжайте к нам. Нет худа без добра. Конечно, ну у нас креатив так и прет. Чего, на ваш взгляд, еще не хватает нашим туроператорам, чтобы вот более быть востребованными у семейного отдыха, например? Не хватает взаимодействия внутри отрасли. И мы над этим работаем для того, чтобы люди научились себя заявлять. Пожалуйста, проходите все курсы по маркетингу, потому что действительно маркетинг, пиар – это служит инструменты взаимодействия. И если мы не знаем основ этих продуктов, то мы закрываемся и думаем, что мы открылись, и про нас все знают. Но нет, если мы не начнем биться везде и рассказывать, что мы здесь, заходите к нам. Вот у меня есть 27 туроператоров, Министерство предпринимательства приходят, говорят то, что ребята, помогите нас продвинуть. Мы их в агентство по развитию туризма отправляем, и начинается процесс. Знакомим на всех фестивалях, организовываем, добавляем драйва им и знакомим людей, главное, с их продуктом. Поэтому маркетинг – основа всего. Пожалуйста, продвигайтесь. Отлично. Ну и, наверное, в завершении нашей беседы 3 простых совета, с чего начать подготовку к летнему туристическому сезону. Мы с точки зрения человека смотрим, с точки зрения власти или с точки зрения бизнеса? С точки зрения человека. С точки зрения человека. Хорошее настроение, желание выйти на улицу, даже на Зеленый Луг, даже если вы выйдете на Чурмуран погулять, у нас там Царство Вечной Мерзлоты, молодцы, огромную тропу сделали. Поэтому просто главное ваше желание, термос, пирожки, оладушки. Я знаю, что вы все великолепно печете оладушки, поэтому желание и друзья. Выходите гулять. Спасибо большое. Спасибо, Мария. Спасибо. Ну, а мы продолжаем, и весна уже чувствуется не только в воздухе, но и в наших планах. Кому-то хочется горного ручья, кому-то асфальта, мегаполиса. Наши коллеги в Владивостоке тоже решили узнать и выяснили, куда этим весенним сезоном стремятся сбежать от серых будней жители краевой столицы. Итоги опроса прямо сейчас. Я была на Камчатке, была на Сахалине. Камчатка с Сахалином — потрясающие места, но у меня мечта есть — это Шантарские острова и Кунашир. Ну, Шантары, мне кажется, тоже неповторимая природа Дальнего Востока. Ну и, в принципе, в России, мне кажется, такого нет.
Поэтому настолько дикие места мало где остались. Ну, там маленький сезон, к сожалению. Пока вот подрастет человек, потом поедем обязательно. В Сахалинской области. На Курилах, ну, на Камчатке службу проходил военную. Сахалин. Я там не была. Почему привлекает Сахалин? Ну, потому что там интересно, там природа замечательная, там интересная история, там тоже море, там горы. Ну, в общем, на любой вкус. Ну и новое место. Приморский край, как бы, это, наверное, самое лучшее место. И Камчатку относится? Да. 100% надо попасть туда. Но нет пока возможности таких. Камчатка сейчас, говорят, как бы стоит денег. Вы знаете, я сейчас во Владивосток приехала 35 лет спустя. Вот здесь была моя молодость. Ну, скажем, несколько раз я приезжала, когда мне было 20 с небольшим. Я бы с удовольствием сейчас опять съездила в Находку. Я бы побывала в Большом Камне. А еще бы съездила туда, где, знаете, такая, ну, прям красивейшая природа. Это вот в Анисимовку. Посмотреть все водопады, как форель в реке стоит, ее прямо видно. Вот туда бы съездила точно. Только в Приморье. Везде уже побывала, и Камчатка, и Сахалин, а вот Приморье только притягивает, только Приморье. Я очень хотела побывать во Владивостоке, сама с Чукотки, очень много слышала в этом регионе, поэтому по счастливой случайности командировали, и проездом у вас очень нравится, здорово. Была в Хабаровском крае, ну, наверное, очень хотелось бы еще в Якутии побывать. На Камчатке, наверное. А почему? Ну, там я еще не катался на горнолыжке. Ну, мы хотели побывать во Владивостоке, вот мы сюда приехали, а сами мы с Байкала. На Сахалине не была, может быть, хотела бы побывать. В чем привлекает? Пока не знаю, еще не была, по рассказам тех, кто ездит зимой кататься на лыжах. Вы знаете, я над этим вопросом не думала. Но вообще хотелось бы куда-нибудь, но где-то на природе. Вот чтобы река была, озеро какое-нибудь. Вот там бы хотела. Лес. Потому что я очень люблю природу и люблю, когда вокруг лес, вода. Хабаровск, может быть. Почему? Ну, не были там ни разу. Советовали? Нет, не советовали, но просто не были, нужно посмотреть, все. Мы были в Хасанском районе, там тоже очень красиво. Ну, если бы я была туристом, я бы сказала и там, и там, и там хочу побывать. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Президент России Владимир Путин подписал законы, согласно которым из загранпаспортов старого образца сроком на 5 лет будет исключена возможность несения сведений о детях. В связи с этим также отменяется и госпошлина за данную услугу, составлявшая ранее 500 рублей. Соответствующие поправки внесли в закон о порядке въезда и выезда в Россию и в налоговый кодекс. Новые правила начнут действовать с 1 января следующего года. До этого момента процедура внесения данных о детях до 14 в паспорта старого образца останется доступной. Общественная палата страны запустила онлайн-платформу НПДД РФ, предназначенную для сбора и обсуждения предложений по совершенствованию правил дорожного движения. Граждане могут предлагать правки к конкретным пунктам ПДД, указывать на ошибки в текущей редакции и голосовать за инициативы других пользователей. Для помощи в четком формулировании идей на сайте используется искусственный интеллект. Самые актуальные и поддержанные обществом предложения будут направлены в правительство страны для возможного внесения в законы. Поджог сухой травы не является законным способом очистки территории. Это запрещено законодательством России и может привести к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщил главный юрист-консультант Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, если поджог травы не привел к тяжким последствиям, гражданин может быть привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности с назначением штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если действия были совершены в условиях особого противопожарного режима, размер штрафа увеличится и составит от 10 до 20 тысяч рублей.
Между тем, в Амгинском районе продолжаются подготовительные работы посевной кампании. В этом году весенне-полевые работы будут проводить сразу 6 зерновых хозяйств. Под посевную площадь отвели около 6 тысяч гектаров, на зерновые 3700, на кормовые культуры направят 1500 гектаров от общей территории под посев. С начала года организованы предварительные мероприятия по подготовке к весенне-полевым работам. Семенное зерно у амгинцев, 4-й год собственного производства, акционерного общества «Амгинский». Ну, начало у нас зависит все время от погоды. Ну, начало мая, надеемся, что у нас будет хорошая погода. И стараемся числа 10-15 выйти в поле. Подготовительная работа у нас какие сейчас? Новую сеялку вот купили сейчас. Производится ремонт, подготовка, посевная очистка началась зерна. Ну и так ремонт техники идет. В Нюрбе по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» началось строительство многоквартирного дома по улице Кузакова. Строительные работы стартовали 17 марта. Рядом с этой новостройкой стоит точно такой же дом, введенный ранее по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Застройщиком является та же строительная компания. Дом будет пятиэтажным. Единственное отличие от ранее введенного – 4 подъезда. Общая площадь 5300 квадратных метров. Этого месяца должны приехать вкладчики, одна бригада, и начнут работать в первом этаже. А основные материалы все здесь находятся. Окна здесь, фасадные материалы тоже, трубы и так далее. И все здесь находится. Поэтому все материалы есть. А мы должны вот закончить эту коробку здания в июле месяце, где-то в конце, скорее всего. А потом уже и кровельные материалы тоже приехали здесь. И должны сдать этот объект в 4-м квартале этого года. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну, мы, в свою очередь, желаем всем еще раз хорошего дня, отличного настроения, такого предпраздничного воодушевления, повышенной работоспособности в связи с этим. И, конечно, чтобы каждое утро вы начинали вместе с нами. До завтра.